Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Я представляю гостя в студии Ильгам Галин, заместитель председателя Комитета Госсобрания Республики Башкортостан, фракция КПРФ. Ильгам Илюсович, здравствуйте. Добрый день, дорогие телезрители. Я очень рад вас слышать и видеть. Ильгам Илюсович, подводим промежуточные итоги. Я сейчас говорю об августе. Какие основные события бы отметили, которые были важны с точки зрения именно деятельности партии КПРФ в Башкортостане? Август месяц – это предвкушение сессии. То есть в сентябре месяце уже все депутаты выходят с отпуска, с официального. Хотя у нас официально отпуск только был на бумаге. Все работали в своих округах. Как говорится, мы активно, наша фракция активно подготавливала детей в школу, нуждающихся. Особенно акцентирую детей, участников СВО. Мы практически в ручном режиме, поадресно помогли нашим детям. Да, немного, но самое главное, помогли. Мы будем уже знать, что эти дети пойдут 1 сентября в школу. То есть по заявке родителей это произошло, по заявке директоров школ, РАНО, мы детишек собрали в школы. Да, немного, но, по крайней мере, мы знаем, что эти дети пойдут в школу. Также мы собираем гуманитарную помощь по линии СВО. То есть мы отправляли в августе месяце, там в середине августа месяца, и где-то в сентябре тоже готовимся отправить еще один гуманитарный груз уже совместно с Башкирией, с башкирскими активистами. Наша фракция приняла участие. Мы купили УАЗик, сейчас мы его докомплектуем еще, и примерно где-то в начале сентября пойдет туда груз. И также мы будем, может, даже и сопровождать будем, конечно, но, по крайней мере, мы в этот месяц тоже, в сентябре месяце, примем активную помощь, как говорится, нашим ребятам, которые нас защищают. Ильгам Илюсович, если вернемся к теме подготовки к школе, то как было организовано? Я знаю, что партия именно активно участвует в этом процессе. Вот как в этом году удалось все это организовать? Вообще это происходит у нас традиционно. Когда мы еще вносили законопроект, подготовить наших детей, нуждающихся к школе, мы закладывали по 4000 рублей. Этот законопроект, конечно, не поддержали. Мы каждую осень, конечно, Владимир Владимирович Путин по 10 тысяч выделял нашим детям, и после этого мы решили внести этот законопроект. Да, в бюджете проблемы были, не поддержали. Но, как говорят, надо с самого себя начинать. И поэтому мы не стали никого уже уговаривать. Наша фракция приняла решение в каждом округе выбрать, допустим, школу, учеников, нуждающихся, связаться с директорами школ, с начальником РАНО и, наконец, с главами, и взять список и постараться посильно подготовить наших детей в школы. Мы в ручном режиме практически вытаскиваем это все. Но этот процесс, наверное, уже закончился или последние дни все-таки? Я думаю, еще не закончился, потому что мы со своими помощниками определились, да, ведь сейчас в данный момент про себя я говорю, в Нефтекамске есть коррекционная школа-интернат. Коррекционная школа-интернат, поэтому там процесс, он постоянный. Кому-то, допустим, пластилин надо, кому-то ручки, кому-то карандаши, вот такие вещи, да, и я сказал, это объявление наше, да, подготовь детей в школу, не снимайте, говорю, потому что у нас, я и с друзьями разговариваю, с помощниками, да, есть люди, предприниматели, которые готовы помочь, они знают как. Поэтому я сказал, этот блок объявлений пусть висит. Кто-то 100 рублей закинет, кто-то 5 рублей. И каждый, допустим, месяц мы будем отчитываться, куда и как отнесли. Как мы гуманитарную помощь на СВО собираем, это объявление висит днем и ночью. Есть люди, желающие, которые уже оказывают помощь. То есть моя помощница, я по Нефтекамску говорю, волонтер, она отчитывается, куда и кому ушли эти средства, что купили и так далее и тому подобное. И когда приезжают в отпуск наши солдаты, обязательно приходят к нам и говорят спасибо. Потому что, видимо, в нужный момент, в нужный час мы их поддержали. Скорее всего, так происходит. Ильгам Илюсович, вы только что сказали о том, что впереди ожидается, естественно, осенняя сессия. Уже есть какие-то планы, задачи? Осенняя сессия, конечно, у нас будет сложной,
потому что, как говорится, у нас в бюджете не так уж густо, могу сказать, да, и все надо усилия приложить на экономию, на концентрацию, чтобы мы пополнили бюджет. Потому что от бюджета зависит все, вся наша жизнь, то есть наши зарплаты, наши налоговые отчисления, коммунальные услуги. Конечно же, меня очень сильно раздражает и некоторых моих товарищей повышение цен на ГСМ во время уборочной кампании. Понятно, правительство пошло навстречу нашим фермерам, там, предоставляет фиксированную сумму, фиксированную цену на ГСМ. Это, конечно, не выход. Вот сейчас коммунальные услуги поднялись, мы уже заметили. Отсюда идет повышение цен на продукты питания. Как говорится, мы посмотрим, что будет осенью. Это же период такой вот, 3 месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь. Как мы подготовимся, так и проживем всю зиму. Конечно, хотелось бы лучшего. И цены, чтобы у нас стабильные были, и тарифы ЖКХ в цене не поднимались, и ГСМ был стабильный, то есть цена была стабильная. Мы, конечно, это хотим. Но еще самое главное, мы хотим лучше жить. В богатой стране должны богатые люди жить, как говорится-то. А у нас страна богатая, особенно Башкирия, природные ресурсы свои есть. Понятно, сейчас критикует власть, очень модно, но никто не понимает, что у Башкирии в свое время всю нефтехимию забрали. Если бы вот эта нефтехимия была бы, да, ведь у нас бюджет, наверное, был побольше и покруче, и посытнее мы жили бы. Поэтому такие вопросы иногда возникают, да, почему мы сейчас хуже живем или плохо живем. Мы не плохо живем и не хуже живем. Мы работаем во благо нашего населения, которые нас избрали, и исполнительная власть тоже работает. По крайней мере, что можем, то и делаем. Те же дороги строятся же дороги. Школы тоже строятся, которые запланировали, и садики строятся, и больницы. Я по всему региону езжу, да, ведь везде, что планировали, все делается. Может, какие-то задержки есть, но это жизнь. В жизни всегда все бывает. Тем более такая ситуация, специальная военная операция. Поэтому я всегда всеми говорю, после Великой Отечественной войны наши родители жили хуже. И никто никуда не жаловался. Просто брали и доработали. Я вот еще весной говорил, да, ведь посадите свою картошку, лук, морковь и так далее и подобное. Потому что у каждой семьи где-то в деревне какой-то родственник живет. Да, наконец можно землю взять на летний период. Так мало кто пошел. Мало ведь кто пошел свою картошку вырастить, морковку, капусту. И пойти в супермаркеты и потом ругать, что цены такие большие. Да, это мы можем. А вот пойти поработать, конечно, порой бывает тяжелее. Ну, это, ладно, это обыденный период. Да. Самое главное нам сейчас подготовить детишек, чтобы они пошли учиться. Ильгам Илюсович, не могу не спросить о спортивных успехах. Спортивные успехи в августе месяце были у нас хорошие. Молодежный клуб КПРФ Башкирии занял призовое место в Москве. Да, понятно, мы подготовили, спонсорскую помощь наши депутаты оказали. Да, огромное спасибо хочу сказать. Также хочу сказать спасибо организатору Юрию Глемьяновичу, первому секретарю Рискома. Он у нас генератор всех идей, хочу подчеркнуть, футбол там, и других мероприятий. Вот особенно гуманитарную помощь. Вот футбол, это, как говорится, его конек. Он еще весной нас готовил к этому мероприятию. Футбольная команда, она у нас сильная, это в сельхоzuниверситете они учатся, и поэтому мы в коллективном кругу, в узком кругу, хочу сказать, не коллективном, в узком кругу, и Юрий Глемьянович попросил спонсорскую помощь, и наши депутаты фракции сложились и, как говорится, отправили их в Москву, и заняли призовое место среди всей России. Это очень хорошо. Ильгам Илюсович, и последний вопрос. Какими обращениями к вам приходят жители республики? Ну, сейчас вот часто уже приходят, к сожалению, вдовы погибших солдат, матери погибших солдат,
за помощью. Да, допустим, кто живет в деревнях, не хватает дров, допустим, да, какого-то ребенка надо устроить в школу, в институты. Ну и бытовые проблемы много. Но это жизнь, поэтому я не критикую, да, когда ко мне приходят, мы решаем это сообща. Если внутри себя не можем решить, ну, допустим, района или города, то подключаем уже республику, подключаем. Все вопросы решаются, хочу сказать. Некоторые, конечно, тяжело решаются, но, по крайней мере, никто без внимания не остается. Вот это хорошо. Ильгам Илюсович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Мы с вами успели поговорить и о подготовке к осенней сессии, к 1 сентября, и даже философские вопросы немного задели, и о спорте поговорили. Спасибо вам огромное, желаем вам дальнейших успехов. Увидимся еще не раз, надеюсь. Спасибо телезрителям, спасибо нашему журналистам, нашему редактору и успехов. Успехов, да. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.